Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас особенный эфирный день. Не часто в воскресенье мы проводим прямые эфиры, но повод поистине грандиозный. Сегодня мы предлагаем вам окунуться в мир академического искусства. В ближайшие 1,5 часа мы подведем итоги уже 19-го и первого дистанционного международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Мы не только расскажем о лучших исполнителях в своих возрастных категориях, но и покажем, каких творческих высот достигли участники этого престижного вокального состязания. В студии со мной бессменный продюсер конкурса Владимир Юрковский. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас в первую очередь с тем, что в принципе получилось в этот непростой 2020 год провести этот конкурс. Все ли задуманное получилось? В 2019 году наш некоммерческий культурный фонд, Международный культурный фонд «Классика и современность» получил сразу 2 гранта. Министерства культуры Российской Федерации и Фонда президентских грантов. На эти средства, это была достаточно смелая идея, мы начали еще в прошлом году, в 2019 году, реализацию этого крупного такого широкомасштабного проекта. Задумка была следующая: провести конкурсы в разных городах Российской Федерации. Страна большая, не все могут, предположим, с Владивостока приехать в Москву или в Питер. Именно поэтому наш конкурс имеет особое отличие. Мы единственный в России путешествующий конкурс. В 2019 году мы провели конкурс в Красноярске и в Санкт-Петербурге. Количество было участников очень большое, это нас порадовало. И по плану в 2020 году весной должен был состояться конкурс в Краснодаре. Но в результате того, что произошло, мы его перенесли сначала на осень этого года. В конечном итоге сейчас по плану краснодарский конкурс будет проведен в конце марта 2021 года. А конкурс в Сыктывкаре, который вот и должен был пройти в ноябре месяце, мы решили, опять же, пойти на смелый шаг и провести его в дистанционном формате. Сейчас достаточно много мероприятий, фестивалей, конкурсов проходит вот в таком режиме, но наше отличие, опять же, смело могу сказать, в том, что мы практически все мероприятия очного формата сохранили. То есть это 2 тура конкурсных прослушиваний, это мастер-классы, это лекции, это курсы повышения квалификации. То есть все то общение, которое происходило вживую, мы постарались его сохранить. И, в общем-то, как результат получаем сегодня очень много слов благодарности как от участников, так и от педагогов. Вот, поэтому, безусловно, вот то, что сегодня происходит, вносит свои корректуры, но я надеюсь, что нам удалось реализовать очень многое. Замечательно. Уже очень скоро мы начнем называть имена лауреатов, дипломантов и объем, конечно, обладателя гран-при. Это самая главная награда, да, насколько я понимаю. Конечно. Но прежде, если я вам еще не сообщил, мы сегодня работаем еще и в Национальной галерее. В купольном зале Национальной галереи работает сегодня моя коллега Алена Югова. Алена, тебе слово. Илья, Владимир Иванович, участники конкурса и наши дорогие телезрители. Здравствуйте. Повторюсь, мы находимся в стенах Национальной галереи нашей республики. И здесь, в купольном зале, мы услышим юных вокалистов, лауреатов конкурса прошлых лет и участников нынешнего, первого дистанционного. По традиции откроет гала-концерт и поприветствует участников и телезрителей председатель жюри, заслуженная артистка России и народная артистка Республики Коми Ольга Сосновская. Ольга Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вам слово. Я сердечно приветствую всех участников конкурса, организаторов и членов жюри. Конечно, я очень рада, что конкурс имеет такую высокую оценку, и знаю, что многие участники, давая интервью или где-то, когда они писали где-то у себя на страничках, они говорили: мы едем на очень престижный конкурс. И для меня, конечно, это большая гордость, для меня, для нашей республики и вообще для России, потому что вы знаете, что участники у нас в этом году и очень много зарубежных участников. Я благодарю всех педагогов, вложивших часть своей души и подготовивших таких замечательных участников конкурса. Хочу сказать, что часто, слушая даже по видео, у меня мурашки бегали по коже, наворачивались слезы. Это дорогого стоит, я бы сказала.
очень сильный уровень, и у нас даже, когда мы обсуждали результаты, у нас даже было 3 претендента на Гран-при. И это, наверное, очень здорово, потому что бывали такие конкурсы, когда мы никому не вручали наш знаменитый кубок. И сейчас, так сказать, в предвосхищении думайте, кто же получил этот замечательный приз. Итак, я хочу сказать, что все, кто принимал участие у нас в конкурсе, в какой-то мере уже победители, потому что они победили сами себя, они много научились здесь. И конкурс – это всегда рост. Рост над собой, смотреть, какие другие участники, чему можно поучиться. И я уверена, что вместе мы собрались здесь для того, чтобы радоваться музыке, и радовать музыкой всех зрителей, которые весь этот месяц на протяжении всего этого времени были с нами. Я уверена, что за эти прекрасные дни, наполненные музыкой, мы с вами сблизились. Каждый смог почувствовать заботу, внимание и, конечно же, поддержку нашу, раскрыли свои таланты и на мастер-классах приобрели для себя что-то новое. Я называю наш конкурс творческой лабораторией, потому что мы обогащаемся с вами вместе. И нам с вами, дорогие друзья, посчастливилось заниматься самым прекрасным на свете – музыкой. Так давайте же радоваться, давайте выгонять музыкой этот противный коронавирус. Будьте здоровы, будьте счастливы, вдохновения, творческих успехов. И да здравствует музыка! Ольга Александровна, спасибо вам большое. И прямо сейчас для вас споет многократный лауреат конкурса 2014, 2016 и 2018 годов, студентка колледжа искусств Республики Коми Анна Рассыхаева. Слова Виктора Кушманова, музыка Якова Перепелицы. «Край ты мой рябиновый». Концертмейстер Татьяна Григорьева. Давайте послушаем. Край ты мой рябиновый, хмель лесных ветров, песни журавлиные, музыка без слов. С неба прокричала мне стая журавлей. Ни конца, ни края нет, ни конца, ни края нет у земли. У земли моей ни конца, ни края нет, ни конца, ни края нет у земли моей, у земли моей. В тундре снег печалится, на Печоре лед, а в тайге купальница белая цветет. Душу сохранила ты, сердце сберегла, скромная и милая, скромная и милая, древняя земля, древняя земля, скромная и милая, скромная и милая, древняя земля, древняя земля. Да, я думаю, нужно поаплодировать. Анна, спасибо. Илья, Владимир Иванович, на этой лирической ноте мы передаем слово студии. Спасибо большое, Алена. Ольга Александровна, рада вас видеть. В купольный зал мы вернемся еще не раз, но прежде давайте уже радовать людей, которые в ожидании своих призов, в ожидании услышать свои имена и фамилии. Но до дипломантов даже, я знаю, что были специальные призы, ряд специальных призов. Что это за призы были?
Да, вообще традиционно наш конкурс проводится несколько мероприятий таких публичных на сцене. Всегда открывается конкурс концертом членов жюри, так мы его называем, «А судьи кто?». То есть, когда выходят члены жюри, начинают петь, да, лауреаты, участники, конкурсанты в зале, они видят... Это вызывает некое воодушевление, эмоции, волнение в том числе. Ну и понимание того, что да, понимание того, к чему непросто. надо стремиться, да. И обычно в этом концерте принимают участие всегда 2-3 лауреата конкурса нашего прошлых лет. Именно поэтому мы начали вот наше сегодняшнее мероприятие, концерт, выступлением лауреата прошлых лет Анны Рассыхаевой. И не случайно прозвучала песня о Коми-земле, потому что конкурс родился в Инте, здесь, на Северной Коми-земле. Сегодня он проводится здесь, в Сыктывкаре, ну и, в общем-то, во всем мире. Ну, а если говорить о наградах, да, то члены жюри всегда максимально стараются оказать внимание, уделить внимание всем участникам. Ну, во-первых, специальные призы – это мастер-классы членов жюри. Но это уже подарок. Да, безусловно. Потому что не всегда удастся провести вот такой мастер-класс. То есть, например, один из наших членов жюри проводит 5-дневный мастер-класс, приглашая к себе в Красноярск. Вера Павловна Баранова приглашает участников. Пожалуйста, да. Я сейчас не буду называть фамилии, вы их увидите все на экране, дорогие друзья. Вот о специальных призах. Это, повторюсь, индивидуальные мастер-классы от членов жюри, специальные грамоты за артистизм, стремление к победе, за лучшее исполнение зарубежного произведения, итальянской песни. Самая юная участница конкурса из Таганрога получит приз от Союза женщин Республики Коми. То есть это сейчас то, чем будут награждены наши конкурсанты, наши участники. Звание лауреата международного конкурса как лучший концертмейстер конкурса получил Виталий Макаров из Москвы. Ведь мы прекрасно знаем, что очень много зависит от концертмейстера. Безусловно. Как он сыграет, как он поддержит, как он саккомпанирует, как он будет дышать вместе с участником. И кроме этого еще 8 аккомпаниаторов, концертмейстеров получили звание дипломант международного конкурса. От депутата Государственной Думы Российской Федерации от Республики Коми, председателя Комитета по контролю и регламенту Ольги Викторовны Савостьяновой пришло приветственное письмо, и 4 конкурсанта из Республики Коми, прошедшие во 2-й тур, получат от нее специальные призы. Это стипендия 4 участникам конкурса из Республики Коми. Вот несколько слов процитирую из ее приветственного адреса. Пожалуйста. Дорогие друзья. Участники, организаторы. 2020 год стал серьезным испытанием для всей планеты. В условиях пандемии конкурсные мероприятия впервые за 27 лет своего существования проведены в дистанционном формате. Уверена, что дополнительные испытания только укрепили дух и готовность юных дарований через любые тернии и препятствия взлетать ввысь к звезде своего таланта. Вам, молодым и юным, даровано счастье открывать новые горизонты в искусстве и творить новую художественную реальность. Помните, что нередко победы и признания приходят не сразу. Не огорчайтесь, конкурсы в разных жизненных ситуациях сопутствуют нам на протяжении всей жизни. Будут удачи и неудачи, потери и приобретения. Никогда не падайте духом. Главное – продолжать идти своим путем в музыке и уметь впитывать в себя лучший опыт из любых творческих состязаний и жизненных уроков. Я считаю, замечательные слова. Спасибо большое, Ольга Викторовна. Ну а в продолжении сразу же, конечно, хочу сказать о том, что одно из единственных, я могу смело сказать, ни один конкурс подобное не проводит. С 2012 года мы записываем каждое выступление каждого участника конкурса, каждого тура, и выкладываем к нам на канал в YouTube. В этом году этот конкурс, он проводится как бы в рамках конкурса «Приз зрительских симпатий». И в этом году, конечно, он приобрел какое-то невероятное даже для нас вот такой масштабный, массовый интерес. Видео, и неожиданные результаты. Неожиданные результаты. Сейчас я их объявлю, безусловно. И вот сейчас я назову конкретные фамилии, кто стал лауреатом, победителем в номинации «Приз зрительских симпатий». Друзья мои, будьте внимательны, вы будете неожиданно удивлены, впрочем, как и мы, тоже организаторы конкурса. Но в начале видео дистанционного конкурса посмотрело 150 149 зрителей. Время просмотров всех видео 157 037 часов. Совокупное количество лайков к видео, голосов, 25 372. Ну а теперь я с удовольствием объявлю
победителя в этой номинации. Это неожиданность для нас, для всех. Этот человек даже не прошел во второй тур конкурса. То есть он победил, за него проголосовали только за один видеоролик. Итак, друзья мои, Анастасия Грачева, 21 год, Чешская Республика, Международная консерватория в Праге, набрала 1758 голосов. Ну а в качестве, опять же, сюрприза теперь уже для Анастасии, этот специальный приз ей вручит Дамир Басыров в Праге. Так что до встречи, друзья. Мы желаем вам приятной встречи. Мы это видео, эти фотографии этой встречи обязательно увидим и опубликуем в наших социальных сетях. Ну а второе и третье место завоевали Мария Вишнева из Санкт-Петербурга, 1675 голосов, и Ольга Дорошева из Воронежа, 1228 голосов. Они получат ценные призы от компаний Ростелеком и МТС в Коми. Ну что, друзья, а еще один специальный приз, который есть Это для... приз за лучшее исполнение произведений композиторов Да, Республики Коми. да, Что да, важно. я, безусловно, я очень много говорил, мне нужно предоставить слово Илье в том числе. А я вот сейчас Поэтому, уже да, Илья, вы воспользовался. меня иногда, Ничего страшного. контролируйте, пожалуйста. Кто его получит? Это приз за лучшее исполнение произведения композитора Республики Коми. И обладателем этого приза становится Лятьева Алиса, 10 лет, Республика Коми, город Емва. Алиса со своим педагогом специально приехала в Сыктывкар, и они сейчас находятся в Национальной галерее. Именно поэтому мы переносимся в Национальную галерею нашей республики. Алена, вы в эфире. Илья, спасибо. Мы от всей души поздравляем всех обладателей специальных призов. И, конечно, для артиста самое главное – это признание зрителя. И хоть сегодня в нашем зале зрителей не так много, я думаю, что каждый участник чувствует поддержку через экран своего компьютера, телевизора или смартфона. Ну и давайте вернемся. Как сказал Владимир Юрковский, Алиса сегодня с нами в Национальной галерее. И, конечно, мы не можем ее отпустить, пока она нам не споет. Алиса Лятьева, «Ангельская песня». Слова Виктора Кушманова, музыка Михаила Герцмана, преподаватель Манова Надежда Александровна, концертмейстер Вера Гавриляк. Спасибо. Давайте послушаем. Солнце ласково и тихо тронет снова струнный лир. От звезды идут травинки, обнимаю, обнимаю, обнимаю этот мир. Обнимаю, обнимаю, обнимаю этот мир. Озаренной вечной тайной и с улыбкой на устах. Тот, кто любит, тот летает, словно ангел, словно ангел, словно ангел в небесах. Словно ангел,
Аплодировать можно. Аплодисменты, да. Как чудесно, Алиса, не убегай, тебя твой приз ждет. Спасибо большое за выступление. И я уверена, что из нее обязательно вырастет лауреат. Просто нужно немножечко подождать. Конечно, здесь не только песня ангельская, какое ангельское выступление, Да, правда? Илья, Владимир Иванович, вам слово. Спасибо, Алена. Алиса действительно молодец вдвойне, потому что смогла приехать из Емвы. Немногие сейчас могут себе позволить это по ряду причин. Ну, а мы переходим, наверное, к оглашению лауреатов уже, да, имен. И вопрос следующего свойства у меня к вам. Почему мы будем смотреть только лауреатов первой степени? Ну да, наверное, это в какой-то степени неожиданно тоже будет сюрприз, может быть, кому-то будет неловко от этого, но, к сожалению, время нашего эфира ограничено раз, во-вторых, все-таки вот пандемия сказала свое, да, слово, и поэтому только Алиса смогла приехать из другого города, который находится здесь, в Республике Коми, и принять участие вот живьем вот в этом нашем концерте. Но в эфире мы будем показывать именно по этой причине только лауреатов первых премий. Но, безусловно, фамилии всех остальных будут озвучены. Да, и сейчас мы озвучим имена людей, которые стали лауреатами третьей и второй премии старшей возрастной группе с 18 до 21 года. Пожалуйста. Лауреаты третьей премии. Люти Беньямин, Швейцария, город Троген. Мельничук Ольга, Нидерланды, город Рейсвейк. Лауреаты второй премии. Абдуашумылы Айбек, Казахстан, город Нур-Султан. И Таджидинова Земфира, город Магнитогорск. Какая потрясающая география конкурса, да, и Скандинавии, и азиатские страны. Как показали себя ребята? Чем запомнились люди, о которых мы только что... Во-первых, их мы поздравляем. Как да, мы должны поздравить их в первую очередь. Да. Вообще мы пошли совершенно нетрадиционным путем сегодня. Обычно всегда начинается у нас награждение от младшей группы к старшей. Сегодня мы решили поэкспериментировать и сделать совершенно наоборот. Это тоже не зря. Может быть, да, конечно, для кого-то это будет неожиданно, для кого-то будет приятно, но во всяком случае вот эта география, она позволила сегодня, вернее, эту географию расширить ее, ну, опять же, позволила вот сегодняшняя ситуация с пандемией, и сегодня у нас принимало участие 32 российских региона и 10 зарубежных стран. Хорошо, о географии мы обязательно еще поговорим, но прежде мы должны сейчас связаться с Национальной галереей, где работает моя коллега Алена Югова. Алена. Галерея на связи. Конечно, внимательный зритель заметил, что лауреата первой премии в старшей возрастной группе еще не объявили. К этому мы еще вернемся. Кстати, как уже все сказали, в этом году благодаря онлайн-формату удалось значительно расширить географию конкурса. Участниками стали вокалисты из 10 стран и 32 регионов России. Состав жюри тоже получился весьма интернациональный. Вот, Ольга Александровна, кто входил, из каких стран были члены жюри? Эстония, Америка, Швейцария, Финляндия, ну, можно, я всех сейчас даже не перечислю. Россия, естественно, Москва, Санкт-Петербург и так далее. Сыктывкар. Вот впервые ли получилось, чтобы такой интернациональный состав членов жюри получился? Нет, не впервые, конечно же. У нас в каждом конкурсе международное жюри. В каждом обязательно. Просто в этом году оно более расширено. К нам должен был даже присоединиться из Шанхая наш друг, певец Бас из Китая. Но, к сожалению, у них нет Ютуба, и он не смог просмотреть видео участников. Но приглашение от него провести следующий конкурс в Шанхае мы получили. Ой, это будет очень интересно. И все-таки, Ольга Александровна, нам нужно объявить лауреата первой премии в старшей возрастной группе. Лауреата первой премии в старшей возрастной группе объявит член жюри конкурса, наш земляк из города Печора, ныне солист Нью-Йоркской Метрополитен-опера Алексей Лавров. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, участники, преподаватели, концертмейстеры, родители, члены жюри 21-го международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. В этом году мы проводили конкурс онлайн, но это не помешало нам познакомиться и сблизиться и стать одной большой вокальной международной семьей.
Я хочу вам сказать, что это не конец, хотя конкурс потихоньку подходит к концу. Для меня это только начало, и для вас это только начало. В свою очередь, мне выпала честь назвать лауреата первой премии в старшей группе. Им становится барабанная дробь. Ученик Быстровой Нины Васильевны, студент Ярославского музыкального училища имени Собинова, Александр Ершов. Прекрасное исполнение. Еще раз поздравляем Александра Ершова с лауреатом первой премии в старшей возрастной группе. Мы должны двигаться далее. У нас вторая средневозрастная группа от 15 до 17 лет. Владимир Иванович, скажите нам, пожалуйста, кто получил призы? Дипломанты конкурса: Прокопьева Есения, город Москва; Христенкова Дарья, город Курск;
Кизимов Теймур, Азербайджан, город Баку. Мартьянова Полина, город Кемерово. Лауреаты третьей премии. Карашевская Полина, город Санкт-Петербург. Филимонова Анастасия, Московская область, город Красногорск. Лауреат второй премии Дорошева Ольга, город Воронеж. Ну и, конечно же, как вы поняли, лауреаты первой степени, первой премии во второй средней возрастной группе будут объявлять уже не в этом помещении. Мы вновь переносимся в Национальную галерею нашей республики. Алена, тебе слово. Илья, помещение, в котором будет объявляться первая премия на связи. Ольга Александровна, ну кто же объявит лауреата первой премии во второй возрастной группе? Лауреата первой премии во второй средней возрастной группе объявит член жюри из Швейцарии Светлана Афонина. Дорогие друзья, я хочу вас поздравить с успешным окончанием конкурса на приз Ольги Сосновской. Мы получили с вами огромное удовольствие, общаясь друг с другом. Мы переживали, участники конкурса, педагоги, родители и, конечно, мы, члены жюри. Попасть во вселенную пения означает открыть самого себя, свои самые сокровенные, подлинные чувства. И сегодня я имею честь представить вам лауреата первой премии во второй средней возрастной категории Эдуард Трещев. Музыкальная школа номер 2, город Волгоград, педагог Пивнева Наталья Ивановна. Встречайте! Solo il mio cuore
Эдуард Трещев, обладатель, вернее, лауреат первой премии во второй средней возрастной группе. Еще раз наши поздравления. Ну, а мы движемся далее, Владимир Иванович. И, наверное, сейчас мы узнаем, кто стал дипломантом в первой средней возрастной группе от 12 до 14 лет. Дипломанты конкурса. Андриенко Павел, Московская область, город Дедовск. Данченко Светлана, Красноярский край, поселок Таежный. Иващенко Ульяна, город Калининград. Мухалова Анна, Московская область, город Павловский Посад. Присич Ирина, город Сочи. Рубин Никита, Алтайский край, город Барнаул. Синдякина Виктория, город Санкт-Петербург. Тушкова Лидия, Австрия, город Вена. Это традиционное количество дипломантов? Нет, что вы, мы всегда, и еще раз я повторюсь, члены жюри стараются отметить всех. Стать дипломантом международного конкурса достаточно престижно. И поэтому во втором туре, так скажем, неоцененными оказываются единицы. Но, как сказала уже Ольга, да, каждый участник талантлив. Невозможно не оценить. Безусловно, есть какие-то нюансы, да, профессионального качества, но все это юные вокалисты. И члены жюри смотрят их перспективу. То есть тут достаточно такой широкий спектр оценок. И, безусловно, новым членам жюри, которые вот впервые принимают участие, например, тот же итальянец, да, или тот же Алексей Лавров, они теряются в начале, потому что они, может быть, и хотели бы подойти с профессиональной точки зрения, но потом понимают, что это же еще дети, и они только растут. Да, но дипломантом стать такого конкурса – это действительно престижно. Поскольку в этом году это первый дистанционный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, но по факту это получается двухвековой уже конкурс, потому что он работал и в 20 и в 21 веке. И я прямо сейчас предлагаю нам всем посмотреть, с чего все начиналось и как развивалось. Инта, 1993 год. Музыкальная общественность предлагает учредить детский конкурс имени Ольги Сосновской. Молодая солистка театра оперы и балета Коми выросла в этом приполярном городе. Первые годы в вокальном состязании участвуют дети с 6 до 9 лет. Затем появляется еще одна возрастная категория. Стремительно расширяется география конкурсантов. Это особенно заметно после 1998 года, когда основным организатором становится продюсерский центр Владимира Юрковского. В 2008 конкурс меняет прописку, переезжает из Инты в Сыктывкар. Постепенно усиливается состав жюри. Организаторы приглашают профессиональных педагогов-вокалистов, музыкантов, композиторов не только из разных городов России, но и стран мира. Доброй традицией становится проведение концерта членов жюри на открытии конкурса, тематических семинаров, лекций и мастер-классов. Усложняется конкурсная программа участников, повышается уровень и качество выступлений. Во-первых, очень высокий уровень требований. Потому что программа составлена очень умно, видно очень, что это составлял человек, который сам поет. И очень высокий уровень участников. То есть есть просто такие фантастические голоса, не знаешь, откуда они такие поцелованные Богом народились. С 2012 года организаторы вводят 4 возрастные категории от 9 до 20 лет. Теперь в конкурсе участвуют не только дети музыкальных и общеобразовательных школ, но и студенты колледжей и консерваторий. Формируется денежный призовой фонд. В 2013-м конкурс впервые проводят за пределами Коми – в Красноярске и Петрозаводске. С 2018-го возрастной ценз участников увеличивают до 21 года, а сам проект побеждает в конкурсе президентских грантов. Это сделано мастерски, это сделано очень профессионально. Концерт закрытия, который шел почти 3 часа, это удовольствие. Это классная организация церемонии награждения. И самое главное, что это замечательные, действительно замечательные ребята. То, о чем говорили все члены жюри. Год назад некоммерческий культурный фонд «Классика и современность» получает 2 больших гранта – Министерства культуры России и Фонда президентских грантов. И в рамках столетия Коми организаторы берутся за долгосрочный проект – международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской «Юбилейный транзит 2019-2021».
Его маршрут проходит через Красноярск, Санкт-Петербург, Сыктывкар и Краснодар. Завершится марафон в Москве в ноябре будущего года. Сейчас в условиях пандемии вокальное состязание претерпевает серьезные изменения. Впервые конкурс проводят в дистанционном формате. Ну и коли формат дистанционный, это в некотором смысле проще даже, да? Откуда пришли ролики? Какова география конкурса в этом году? География конкурса, ну, это было уже сказано, да, это 10 зарубежных стран. Россия в первую очередь, конечно же, но кроме того, Эстония, Украина, Белоруссия, Казахстан, Чехия, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Азербайджан. Причем Азербайджан, я должен сказать, уже принимает участие в 3-й раз. То есть у нас с ними такие достаточно тесные контакты завязали с этой страной. И я с огромным удовольствием хочу представить дипломанта конкурса, видеоролик которого сейчас будет вам, уважаемые друзья, представлен. Он получает грамоту за лучшее исполнение народной песни. Кезимов Теймур. 15 лет, Азербайджан, город Баку. Музыкальная школа-студия при Бакинской государственной музыкальной академии имени Узейра Гаджибейли. Преподаватель Ахундова Офелия Бюкагагызы. Пожалуйста. Thank you.
Тимур Кизимов, дипломант конкурса, грамота за лучшее исполнение народной песни. Наши поздравления. И Владимир Иванович Ярковский вначале, получается, слукавил, сказав, что мы будем смотреть видео лауреатов исключительно первой степени, а тут дипломанты посмотрели. Но ведь я хочу подчеркнуть, что академический вокал, академическое пение – это не только пение оперы, так? Это пение романсов, народных песен, итальянских, азербайджанских в том числе. И здесь самое главное, как это исполнить. Не песня определяет жанр, а жанр, стиль определяет и дает возможность услышать ту или иную песню. Ну, а я уверен, что нам всем, дорогие друзья, понравилось вот это исполнение Тимура. Да, это было очень хорошо. Но мы продолжаем. У нас есть 4-й блок победителей. Это первая средняя возрастная группа от 12 до 14 лет. Давайте узнаем. Да. Лауреаты 3-й премии. Зайцева Галина, город Таганрог. Ивашков Тихон, Московская область, город Коломна. Царикова Мария, Калининградская область, город Пионерский. Лауреаты 2-й премии. Морозова Алина, Алтайский край, город Барнаул. Навикян Эгине, Алтайский край, город Барнаул. Что у нас с Барнаулом? Целые 2 награды. Я присутствовал при обсуждении итогов конкурса с членами жюри. Мы были в Зуме, общались. И это подтверждает качество преподавания в первую очередь. То есть это оценка в первую очередь преподавателю. Поэтому огромные поздравления. Да, мы переносимся в Национальную галерею, чтобы узнать, кто же стал лауреатом 1-й премии в 1-й средней возрастной группе. Алена, тебе слово. Илья, спасибо. А я напоминаю, что наш телеканал ведет прямую трансляцию с 19-го международного конкурса, с гала-концерта 19-го международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Ольга Александровна, так много уже наград прозвучало. Очень много детей, юных вокалистов из других городов и даже стран. Вот каким образом приз найдет своего, так скажем, вот победителя? Мы используем все, что возможно, вплоть до курьеров. Сами поедем, отвезем, в конце концов. Конечно, самая для нас проблема сейчас отправить приз Гран-при. Можно показать его крупным планом? Это наши уральские самоцветы. Этот приз сделан потрясающим, замечательным, талантливым мастером из Коми Республики Анатолием Сорокиным. И это наши уральские самоцветы, то есть те камни, которые помогают, которые вдохновляют как раз творческих людей. То есть какая-то магическая составляющая. Да, обязательно. Вы сами есть. знаете, что камни часто бывают и защищают, и отпугивают нечистую силу и так далее. Ну, Гран-при мы обязательно вернемся. А сейчас, я думаю, всем интересно узнать, всем участникам, да, кто же получил 1-ю премию. Лауреата 1-й премии в 1-й средней возрастной группе объявит член жюри из города Красноярска Вера Баранова. Дорогие друзья, разрешите вас сердечно поздравить с окончанием конкурса. Как всегда, вы победили все, кто участвовал, кто стремился, кто исполнял прекрасную, замечательную музыку. И разрешите мне объявить лауреатов 1-й средней группе, лауреата 1-й премии Старцеву Каролину, Челябинская область, город Копейск, детская музыкальная школа номер 1. Преподаватель Кузнецова Наталья Владимировна. Ура! Всех поздравляю! Удачи! Вперед! Alla terra
Каролина Старцева, лауреат первой премии в первой средневозрастной группе. Наше поздравление, прекрасное исполнение. Но все-таки чего-то, наверное, не хватало. Не ей. Нам всем участникам, поскольку дистанционный формат исключает возможность живого общения. Сказалось ли это? Да, безусловно. Конечно же. Самое главное в искусстве, в творчестве – это живое восприятие. То есть смотреть картину через экран – это совершенно другое, когда ты смотришь его вживую. Да? И совсем недавно в одной из скандинавских стран провели эксперимент. Победитель какого-то конкурса, ему Национальный музей в столице этой скандинавской страны дал право провести ночь под картиной Рембрандта в музее. Представляете? И он потом написал, что это самое невероятное ощущение этой ночи вообще в моей жизни. То есть вот оно. Потому что каждое живое исполнение нашего артиста, нашего юного вокалиста, оно совершенно другие флюиды несет, эмоции. А зритель, безусловно, конечно, зритель – это тот, от которого мы питаемся точно так же, как получаем, так и отдаем. И вот этого не хватало. Но ничего, я надеюсь, что скоро эта вся ситуация сложная с коронавирусом закончится, и в следующем году надеемся на это. Все будет совсем иначе. Пятый блок наград – это младшая возрастная группа от 9 до 11 лет. Давайте узнаем, кто стал дипломантом конкурса в этой группе. Дипломанты конкурса. Архипова Валерия, Челябинская область, город Копейск. Бабаев Макар, Московская область, город Лыткарино. Валинурова Лейсан, город Челябинск. Вишнева Мария, город Санкт-Петербург. Коняева Ксения, город Сыктывкар. Кулакин Максим, Республика Адыгея, поселок Тульский. Петрова Диана, город Липецк. Привезенцев Архип, Московская область, город Лыткарино. Якубчик Дарья, город Санкт-Петербург. Второй раз, по-моему, за почти целый час нашего эфира я слышу наименование населенного пункта нашей республики. Мы активны в конкурсе на приз Ольги Сосновской, вот сами мы, которые организовали этот конкурс. Вы знаете, примерно в 2010 году мы стали получить такие тревожные звонки, сообщения, разговоры от преподавателей школ музыкальных, да, от педагогов юных вокалистов из нашей республики. Зачем? Мы беспокоимся, конкурс высокого уровня, мы не хотели бы показываться плохо, мы больше не будем подавать заявки и так далее. И именно для этого мы на следующий год, в 2012 году, провели серию мастер-классов по Республике Коми. После этого активность сохранилась, и наши всегда становятся лауреатами каждого конкурса. Это очень приятно, это очень здорово. Эта практика должна, я считаю, продолжаться. Мы хотим еще немного музыки, для этого мы переносимся вновь в Национальную галерею Республики Коми. Алена. Илья, спасибо. А наши живые выступления с приставкой «теле» не заканчиваются. Прямо сейчас для вас споет многократный лауреат конкурса 2010, 2014 и 2016 годов, студентка колледжа искусств Республики Коми Дарина Рзаева. Вашему вниманию испанская народная песня «Недотепа». Концертмейстер Татьяна Григорьева. Тебе
все же ты всех мне дороже. Недотёпа ты мой, недотёпа, недотёпа ты мой, недотёпа, тёпа, тёпа, тёпа. Дарина, спасибо вам большое. Ох уж это испанская народная. Академический вокал – это, конечно, что-то сильное. Илья, надеюсь, ты со мной согласен. Абсолютно. Спасибо большое, Алена. Мы переходим к уже почти кульминации. Уже очень скоро мы узнаем, кто получил гран-при. Но прежде у нас остались лауреаты третьей премии в младшей возрастной группе от 9 до 11 лет. Я уверен, они хотят услышать сейчас свои имена. Пожалуйста. Лауреаты третьей премии. Дорожкина София, город Псков. Масленкина Милана, город Брянск. Михайлов Максим, город Псков. Шульга Елена, город Таганрог. Лауреаты второй премии. Журавский Александр, Челябинская область, город Копейск. Смирнов Артем, Эстония, город Кохлоярве. Как ребята себя показали в этой возрастной группе? Младшая возрастная группа всегда бывает самой яркой. Вот это все члены жюри отмечают. Ну, это умилительно в первую очередь. Да, конечно, да. Но если с профессиональной точки зрения смотреть, то они как раз самые непосредственные. Они без лишних зажимов. У вокалиста же как? То руки мир не трясутся. успел, да, потрудиться на Да. Мы с вами. Внешняя среда не успела их где-то как-то в чем-то зажать. Они свободны, красивы, они поют то, что они хотят и то, что думают. Ну, безусловно, это заслуга, еще раз, педагогов, за что им огромное спасибо. Да, благодарить их не переставайте никогда, это очень важно. Ну, а лауреата первой премии в младшей возрастной группе мы узнаем уже прямо сейчас, получается. Перемещаемся в Национальную галерею. Алена. Илья. Ольга Александровна, вот Владимир Иванович, Илья уже тему эту начали. Вот мне интересно, тяжело ли оценивать малышей? Мне кажется, вот лично я бы, наверное, вот как умилялась бы постоянно. Вот. Ну, конечно, мы тоже все живые люди, мы тоже умиляемся. Я хочу сказать, что больше всего 10 баллов я поставила именно младшей группе, потому что они были настолько вот раскованные, они были такие естественные, трогательные и в том числе, я бы сказала, профессиональные уже даже в чем-то. И все-таки, кто же стал лауреатом первой степени? Лауреата первой премии в младшей возрастной группе объявит член жюри из города Москва Сергей Зайцев. Всем доброго здравия! Наш конкурс подходит к концу. Мы все очень хорошо потрудились. Я поздравляю всех участников конкурса. Поздравляю педагогов, которые подготовили их к выступлениям. Поздравляю родителей, которые участием своим помогали своим деткам. Поздравляю всех членов жюри и всех организаторов этого замечательного марафона, творческого марафона. Судя по отзывам, которые мы получили при проведении мастер-классов, лекций и при круглых столах, конкурс понравился. Это очень приятно. Понравился с профессиональной точки зрения, принес пользу. И это очень радостно. Спасибо за такие отзывы всем, кто их написал. Поздравляю еще раз всех участников. Желаю дальнейших достижений вершин вокального искусства. Всем не останавливайтесь, двигайтесь дальше. Вам творческих успехов. И я с удовольствием объявляю лауреата первой премии в младшей возрастной группе. Итак, внимание! Барабанная дробь. Абрамова Нина, преподаватель Чуклинова Светлана Викторовна. Ты, Боже,
А мы снова находимся в стенах Национальной галереи. Ольга Александровна, вы наверняка посмотрели просто огромное количество видеороликов. Были ли какие-то проблемы, связанные с тем же самым качеством? Ведь не все гаджеты современные передают картинку такой, какая она есть. Конечно, была немножко такая ситуация, что мы думали, как бы конкурс акустик, потому что разница записаться дома у себя или записаться в хорошем купольном зале – это другой звук. Но все члены жюри очень профессиональные. И знаете, в чем-то была даже какая-то прелесть, потому что мы могли не единожды прослушать, а несколько раз. Мы могли вернуться к видео и посмотреть и сравнить. Поэтому в этом, наверное, был какой-то плюс. И я хочу сказать о том, что такие замечательные дети были в младшей группе, что нам пришлось присудить две премии первой. Поэтому еще одну первую премию от лауреата первой премии в младшей возрастной группе объявит член жюри из Италии, из города Флоренция, маэстро Симоне Мария Марциали. Carissimi amici, vi auguro tutta la felicità possibile e continuate a studiare bene così come state facendo. Желаю участникам конкурса успеха. Вы настолько все прекрасны. Продолжайте идти по этому творческому пути. Ascoltate sempre tanta bella musica, specialmente Maria Callas, che fa bene a tutti. Слушайте много записей, особенно Марию Каллас. Ее искусство поможет раскрыть вам красоту музыки. E non dimenticatevi che io sarò sempre a vostra disposizione. И не забывайте, что я всегда остаюсь к вашим услугам. Объявляю лауреата первой премии в младшей возрастной группе. Anna Lach, 11 лет, Московская область, город Красногорск, детская музыкальная школа имени Насеткина, преподаватель Тихомирова Татьяна Леонидовна. Анна Лях, лауреат первой премии в младшей возрастной группе. Замечательное исполнение, мне кажется, наши поздравления и дальнейшего развития. Уже очень скоро, я бы хотел сказать, вот и все почти. В общем-то, да. Да, мы остались наедине с Гран-при, но прежде, Владимир Иванович, международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской «Юбилейный транзит». Это что? Ну, я в самом начале нашей сегодняшней встречи сказал о том, что это проект, который реализовывается на средства Министерства культуры Российской Федерации и Фонда президентских грантов. В этом году мы провели дистанционно впервые конкурс Сыктывкаре, так скажем. В следующем году у нас будет Краснодар.
Москва. И завершающий, да, заключительный, финальный этап конкурса будет в Москве в ноябре 2021 года. И причем одним из призов, так скажем, да, поощрений лауреатов первых премий и лауреатов гран-при вот этих конкурсов, вот этого проекта 19, 20, 21 годов, это будет то, что в Москве они сразу автоматически смогут пройти во второй тур. Это очень важно для участников, потому что, ну, волнение первого тура, безусловно, оно очень мешает порой, да, выйти во второй тур. Мы очень надеемся, что конкурс будет очный, конечно же. Ну и самое главное, чему посвящен этот проект? Столетию Республики Коми. В 2021 году наша республика будет отмечать свой юбилей, и лауреаты конкурса прошлых лет и некоторые члены жюри нашего конкурса в августе месяце мы планируем провести большой гала-концерт в сопровождении симфонического оркестра, если у нас получится, на центральном стадионе города Сыктывкара. Концерт, посвященный именно столетию нашей республики. Конкурс родился на нашей земле. Мы должны беречь эти традиции и продолжать. Ну, наверное, есть люди, компании, которые помогают вам реализовывать все это. Ну, я уже сказал о том, что в первую очередь, конечно, это фонд президентских грантов. Наш фонд «Классика и современность» получил уже 5 грантов фонда президентских грантов. То есть я считаю, что это достаточно большая заслуга и очень большая ответственность наша перед теми людьми, которые доверяют нам. Достаточно большой список партнеров, которые вы сейчас видите на экране. Я их перечислять всех не буду, но благодаря этим людям возможны дополнительные специальные призы, возможны вот эти трансляции, спасибо телеканалу Юрган, возможны передачи информации в средствах массовой информации. То есть мы благодарны всем тем, и, собственно говоря, мы делаем одно общее дело. И очень большое. Ну, а теперь, я не знаю, если я еще скажу барабанная дробь, как это до этого делали да, это было бы, конечно. Жюри, это, наверное, будет перебор. Мы передаем слово Ольге Александровне Сосновской для объявления гран-при конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Это ее прерогатива. Да, пожалуйста. Я с большим удовольствием хочу объявить обладателя гран-при. Уверена, что сейчас этот человек сидит и очень сильно волнуется, ведь его имя вообще еще не прозвучало в нашем конкурсе. С большим удовольствием объявляю: Скоробродов Виктор, город Сургут, детская музыкальная школа имени Кукуевицкого, преподаватель Фрейман Елена Григорьевна. И вот прямо сейчас наши режиссеры связываются по скайпу с победителем. В Сургуте сейчас плюс 2 часа, и надеюсь, что мы все-таки сможем услышать Виктора. Илья, как там дела обстоят? У нас все нормально, я видел эмоции Виктора, мне кажется, он рад. Витя, ты слышишь нас? Скажи. Да. Поздравляем тебя, Виктор. Ты большой молодец. Ты проделал со своим преподавателем, со своими родителями огромную работу. Ты по-настоящему заслужил эту победу. Владимир Иванович, скажите. Что я могу сказать? Буквально на днях Виктор принимал участие в телепередаче на федеральном канале, и там он озвучил 2 конкурса, в которых он стал победителем. И я даже немножко жалею о том, что, может быть, мы его не известили о том, что он стал гран-при и нашего конкурса в том числе, потому что, ну, наверное, для нас, для нашего конкурса это была бы большая радость, ну, а для самого победителя чувства, эмоции. Мы пожелаем только удачи, но я думаю, лучшие слова скажет Ольга, наверное, а не я как продюсер. Вы впоследствии 2. Но, Виктор, скажи, пожалуйста, сложно тебе было? Ну, мы с моим преподавателем, конечно, очень упорно готовились. Сложно, конечно, было выбирать программу. Было много споров, заблуждений. Было очень сложно. Это твоя первая такая большая победа? Ну, да. Ты намерен связать свою жизнь с музыкой неразрывно? Или это твое хобби все-таки? Нет, конечно, я обожаю музыку, я ее люблю с детства. Я стремился к этому, мечтал. Именно академическое искусство?
Да, именно академическое искусство. Рэп не слушаешь? Я думаю, Молодец, что Виктор, спасибо как молодой человек, слушает, безусловно, всякую музыку, та, которая ему нравится. Сегодня эту, завтра ту, в зависимости от того, в какой ситуации он находится. Но самое главное, что, глядя на него, это очень образованный человек. Посмотрите, как он красиво говорит. Да. А ведь очень важно в нашем деле быть коммуникабельным, быть открытым, быть умным, быть образованным. Поэтому, Виктор, Витя, мы тебе желаем удачи, успехов, всего самого-самого хорошего. Я, как продюсер, буду держать ухо навостро и следить за твоими успехами. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Витя, больших тебе высот. Ну а мы обязаны сейчас увидеть тот номер, который принес Виктору Скоробродову гран-при конкурса 2020 года. Отчасти. Скоробродов, обладатель гран-при конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской 2020 года. Мы его поздравили, сделаем это еще неоднократно, если потребуется. А времени у нас остается уже не так много. Ну и, собственно, миссию главную мы выполнили. Мы назвали не только лауреатов, но и даже дипломантов позначили, даже показали их в эфире, хотя не собирались этого вроде как делать. Но, тем не менее, вы выступаете в этом конкурсе в качестве продюсера исключительно, но, тем не менее, вы не перестаете быть вокалистом, тенором, один из самых известных не только в нашей республике, да. Если бы вы были в составе жюри, все бы случилось так же, номинации бы также расположились, распределились? Вы знаете, я принципиально последние годы не отсматриваю выступления участников. Потому что, да, я тоже творческий человек, и эти эмоции могли бы тоже меня как-то переполнить. У продюсера должен быть, так скажем, холодный взгляд, холодная голова. Самое главное, с учетом того, что я действительно профессиональный вокалист и преподаватель, и продюсер, я бы оценивал комплекс. То есть в любом случае сегодня
на сцене должен быть артист в полной мере. Сегодня ставятся необыкновенные постановки, очень необычные. 19 век – это был век певца, 20 век был век режиссера, а 21 век – это век продюсера. Того человека, который хочет видеть шоу. Как это не печально звучит, но тем не менее. И даже в классическое искусство она тоже врывается. Поэтому сегодняшние вокалисты должны обладать этим комплексом. Они должны быть универсальными солдатами, я бы так сказал. Они должны петь, уметь и на голове, лежа, стоя, на бегу и так далее. Конечно, это тяжело, но сегодня это веление требований времени. Но тем не менее, все равно самое главное – это образ и это красота голоса. Нечего просто добавить, Владимир Иванович. Спасибо вам большое за ваше большое дело, которое вы вместе с супругой продолжаете. И я надеюсь, что в следующем году все будет еще масштабнее, еще серьезней. Если вам есть что сказать нашим зрителям на прощание, то сейчас самое время. Я хотел добавить о том, что мы сделаем еще масштабнее и лучше, в том числе в сотрудничестве с телеканалом «Юрган». Я так надеюсь. Это обязательно. Безусловно. Я всем, друзья мои, желаю удачи, терпения, мужества, стремления. Необходимо развиваться. Как сказала Мирей Матье, 10% таланта, 90% труда. Работайте, друзья, работайте. В работе счастье. Еще раз наши поздравления лауреатам и дипломантам этого замечательного конкурса. С нетерпением ждем нового 2021 года, который должен нам принести 2 таких академических состязания, да, в Краснодаре и столице нашей страны. Ждем новых ярких выступлений вокалистов в год столетия государственности Республики Коми. И я прощаюсь с вами, но передаю слово моей коллеге Алене Юговой, которая сейчас работает в Национальной галерее. Алена, тебе слово. Илья, спасибо. Виктор, твой диплом лауреата Гран-при ждет тебя здесь, в Сыктывкаре. Но совсем скоро он уже приедет в Сургут. И не только этот диплом, но еще и, так скажем, как это можно назвать из камня, уральский самоцвет? Это кубок. Это кубок. И еще и кубок приедет к тебе в Сургут. Ольга Александровна, впервые такой формат, еще раз подчеркну, впервые, первый дистанционный. Вот какие у вас впечатления? Все-таки мы уже не раз говорили о том, что артисту, вокалисту, да вообще любому творческому человеку важно, чтобы было такой личный момент присутствия. Тяжело ли было без этого? Это было очень тяжело. Обычно на торжественном закрытии конкурса, заключительном концерте, жюри сидит на первом ряду и уже абсолютно открыто кричит «браво» и аплодирует всем обладателям лауреатств. И я хочу сказать всем, дорогие друзья, дорогие наши маленькие коллеги, вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и на нашу поддержку. Ну а Виктора я еще отдельно хочу поздравить, и он действительно обладает всем комплексом тех качеств, которых назвал Владимир Иванович. Потому что у него красивый голос, он очень музыкальный, он умный мальчишка, он очень красив, элегантен. И я уверена, у него большое-большое будущее. Всем удачи и вдохновения. До новых встреч. И, конечно же, я объявляю наш конкурс, к сожалению, закрытым. Ольга Александровна, пока еще у меня есть один вопрос. Да. Вот сейчас вам торжественно вручают цветы. Благодарю, по традиции, кстати. Цветы для артиста – это очень важно. Спасибо большое. Спасибо. Я бы хотела уточнить, какие преимущества участия в этом концерте дает юным вокалистам? То есть, как можно потом эти дипломы использовать? При поступлении в высшее учебное заведение или в колледж всегда спрашивают, а что у вас имеется, какое портфолио? И вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку ходатайства, поддержку при поступлениях. Поэтому всегда, пожалуйста, мы открыты. То есть даже вот такой вот плюс есть. Конечно. И Ольга Александровна, вот вы уже начали говорить про закрытие, я вас перебила, потому что хотелось еще пообщаться. Ну что ж, пришло время закрывать наш прямой эфир. Увы, объявляем конкурс закрытым. Есть ли что-нибудь, что вы можете сказать нашим телезрителям, нашим участникам, которые нас сейчас смотрят? Спасибо всем за эту гамму эмоций, которые мы получили при прослушивании. Я уверена в том, что у каждого из вас большое, замечательное будущее. И скоро мы увидим ваши фамилии на лучших афишах лучших театров и филармоний нашей страны и зарубежья. До новых встреч!
Спасибо.